Очередное жуткое судилище в Таджикистане. Вы должны это видеть. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как происходят ситуации, когда ты не выгоден властям. Значит, ты больше никто в своей стране. Подписывайтесь на наше обновление, будете в курсе всех последних событий. Зубайдуллохи Разик и Рахматуллои Раджаб, осужденные к длительным срокам тюремного заключения, активисты партии Исламского возрождения Таджикистана, были водворены в штрафной изолятор. Близкие осужденных считают, что их наказали за отправленное из колонии письмо президенту Эмомали Рахмону. В Главном управлении исполнения уголовных наказаний Минюста Таджикистана сообщают, что осужденных поместили в штрафной изолятор за нарушение режима. Аламат Ибрахимзода, супруга Рахматуллои Раджаба, сообщила, что прибыла в Вагдадскую колонию и хочет выяснить причину водворения мужа в ШИЗО. По ее словам, супруг в начале недели в телефонном разговоре сказал, что их хотят поместить в штрафной изолятор из-за отправленное из колонии письмо президенту Таджикистана Эмомали Рахмону. Билалидин, сын Зубайдула Розика, сказал, что его отец и Рахматуллои Раджаб пожилые люди, и в ШИЗО им будет очень трудно. Попав в штрафной изолятор в тюрьме, заключенный теряет право на свидание с родственниками и друзьями, получать и отправлять письма, посылки, иметь личные вещи в карцере. В исправительных учреждениях размеры камер ШИЗО чрезвычайно маленькие, в них нет теплой воды и недостаточно света. Качество еды очень плохое. Мы хотим, чтобы их срочно вернули в обычные камеры, сказал Билалидин. Одного из сотрудников ГУИУН Минюста Таджикистана на условиях анонимности сказал, что два заключенных без согласования с начальством колонии отправили письмо президенту Эмомали Рахмону. Это является нарушением тюремного режима, отметил собеседник. На днях Рахматулла Раджаб и Зубайдулла Розик, которые были приговорены к 28 и 25 годам лишения свободы, соответственно, обратились к президенту Рахмону с открытым письмом. Они отметили, что обращались с жалобами и заявлениями практически во все соответствующие структуры страны, но, к сожалению, все они ответили нам отказом. Мы вынуждены обратиться к вам с открытым письмом в надежде на ваше содействие, и мы хотели бы подробно объяснить детали нашего дела, написали они. В своем письме Эмомали Рахмону заключенные раскрыли некоторые подробности дела и судебного процесса над ними. Несмотря на то, что дело находилось под грифом «секретно» для того, чтобы скрыть ложь и клевету сотрудников ГКНБ, прокуратуры и Верховного суда, однако это им не помогло. И 99-страничный приговор целиком был опубликован в интернете. Международное сообщество узнало реальность и признало нас политическими заключенными, отметили Рахматулла Раджаб и Зубайдулла Разик. Активисты ПИФТ считают себя без вины виноватыми. Мы уже 6 лет страдаем за решеткой. Кроме того, нас заклеймили как экстремистов и террористов, оскорбляют как предателей нации и родины, отмечали они в письме Эмомали Рахмону. Дошло ли письмо до адресата, неизвестно. Как у нас это обычно бывает, скорее всего, нет. А как вы относитесь к такой ситуации? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Решением Верховного суда Таджикистана Зубайдуллохи Разик осужден к 25 годам лишения свободы, Рахматуллои Раджаб к 28. В середине сентября 2015 года власти Таджикистана обвинили руководство ПИФТ в причастности к попытке военного мятежа бывшего замминистра обороны страны Абдухалима Назарзода. Были арестованы все члены руководящего состава ПИФТ. Партия объявлена террористической организацией. То, что нас считают инициаторами восстания Хаджи Халима, это сфабриковали заинтересованные стороны. Мы верим, что со временем и с раскрытием сторонников прошлых событий вы уже поняли, что ПИФТ не имеет никакого отношения к этому восстанию. В течение 6 лет мы терпеливо ожидали и переносили все трудности с надеждой на то, что настанет день, когда здравый смысл возьмет вверх и правда всплывет. Но, к сожалению, наши надежды не оправдались, говорилось в письме осужденных членам исламской партии. Руководство ПИФТ категорически отвергает все обвинения в причастности к попытке мятежа. И таким образом мы послали месседж и нашим гражданам, что наша основная задача – это добиться полной независимости не только страны как государства, но и независимость каждого гражданина. А как вы думаете, это правда? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наши видео подпиской и лайком. До скорой встречи.